Здравствуйте, в студии Кристина Якупова. Предлагаем вашему вниманию брифинг по эпидобстановке. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки и мерах против инфекции. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите об эпидситуации на сегодняшний день в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. По данным Управления Роспотребнадзора по республике на настоящий момент фиксируется 275 новых случаев коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что в столице нашей республики сохраняется напряженная обстановка, выявлено 122 новых случая. В основном сегодня появились случаи, которые связаны с детской заболеваемостью, в связи с чем сегодня на настоящий момент делается упор на обязательность сохранения санитарно-эпидемиологических правил и их соблюдения в детских заведениях, в детских образовательных учреждениях. Необходимо обратить внимание, что особо напряженной остается обстановка в Алданском, Мернинском и Нерингринском районах. Это промышленная группа районов, в которой сегодня достаточно большой уровень передвижения граждан, в связи с чем и слабо соблюдаются нормы, определенные указом главы республики. К сожалению, из сельских районов сегодня остается сложная обстановка в Хангаласском, Мегино-Кангаласском и Амгинском районе. В Амгинском районе также отмечается и низкий уровень вакцинации населения. В целом в 19 районах республики еще дополнительно фиксируется от 1 до 6 случаев новой коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что в тяжелом состоянии в реанимациях разных центральных районных больниц наших Якутской республиканской клинической больницы находится 132 пациента, из них 35 находятся на ИВЛ. На 22 ноября 2021 года в республику уже поступило 609 тысяч доз вакцин. Сегодня поступило дополнительно 31 800 доз вакцины «Спутник Лайт», которую по рекомендациям Минздрава Российской Федерации необходимо применять только относительно непосредственно ревакцинации. Первую дозу вакцины в республике получило 459 434 человека, что составляет около 64% от взрослого населения республики. За последние 4 недели еженедельно первый компонент вакцины получают около 20 тысяч человек, что дает возможность нам говорить об определенной стабилизации ситуации. И, конечно же, хотелось бы, чтобы те меры, которые были приняты, это меры, направленные и на каникулы, которые прошли в начале ноября, а также на введение QR-кодов, а соответственно, как способа защиты от распространения инфекции больших коллективов, соответственно, дали свой результат. И сегодня мы видим, что определенные результаты имеются. Необходимо обратить внимание, что 89 тысяч человек старше 60 лет у нас непосредственно уже получили вакцину, что составляет 63% от общего количества лиц старше 60 лет. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, на настоящий момент достаточно важным моментом и полного эффекта может дать ревакцинация. Как вы знаете, вчера президент страны тоже проревакцинировался, и, соответственно, спутником Лайт у каждого подходит свой период для ревакцинации. Приглашаем вас на наши пункты медицинских учреждений для ревакцинации. Соответствующая вакцина в целом везде имеется. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, с пятницы изменился порядок непосредственно определения правил по определению заболевших новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим обращаю ваше внимание, что на настоящий момент при выявлении заболевшего в коллективе, в группе детей или в коллективе непосредственно общем в обязательном порядке анализ на коронавирус будет браться у всех. Кроме того, анализ на коронавирус будет браться у всех, в том числе, кто и заболел и имеет признаки устных респираторных заболеваний. Однако наибольшую сложность сегодня представляет собой ситуация, связанная с распространением гриппа и низкими темпами и низкой диспансеризацией от гриппа. В связи с чем выявляются новые группы заболевания гриппом. Сегодня наши медицинские организации работают в усиленном порядке в Хангаласском Улусе, где выявлена группа заболевших гриппом среди детей в одном из образовательных учреждений. В связи с тем, что
Дети у нас не вакцинируются против коронавирусной инфекции, с чем предлагается все-таки еще раз всем обратить внимание на гриппозную вакцину и вообще в целом на вакцинацию против гриппа. Сегодня обе эти вакцинации могут проходить одновременно, и действительно они дают возможность и дадут нам возможность встретить Новый год. Спасибо, Ольга Валерьевна. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы идем далее и переходим к выпуску новостей. И вот его главные темы. В отдаленных районах Якутии появятся комплексы на основе возобновляемых источников энергии. Дни регионов Дальнего Востока стартовали в Москве. В Якутске вырос спрос на жилье. Пока эпидситуация остается по-прежнему напряженной, одной из мер защиты собственного здоровья остается вакцинация. Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями превышает суммарный показатель по всем инфекциям. Правильно организованная иммунопрофилактика гриппа позволяет снизить заболеваемость другими респираторными инфекциями. В настоящее время существуют различные способы подготовить иммунную систему ко встрече с болезнью. Наиболее эффективный способ – прививка. Пункт вакцинации от вирусных инфекций работает на базе медицинского центра Якутска. Любой желающий может обратиться в соответствующее медучреждение. При себе необходимо иметь полис медицинского страхования. Прививку от гриппа нужно делать обязательно. Всем, начиная от 0 лет до достижения любого возраста. Вообще вакцинация от гриппа постоянно, всю жизнь у нас является обязательной. А сейчас, особенно в такое пандемийное время, прививка от гриппа, особенно для детей, она обязательна. Потому что очень большой риск заболеть одновременно и коронавирусной инфекцией, и гриппом. Поэтому вакцинация от гриппа, она значительно снижает риск тяжелых осложнений, ну и самого тяжелого течения заболевания. Комплексы на основе возобновляемых источников энергии появятся в более чем 70 отдаленных населенных пунктах республики. Об этом сообщили по итогам состоявшегося в Якутске совещания по вопросам энергообеспечения, которое провел вице-премьер, полномочный представитель президента страны в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он подчеркнул, что устойчивое развитие экономики республики, реализация инвестиционных проектов во многом зависит от надежной работы энергетического комплекса. По итогам совещания Трутнев дал ряд поручений, в частности, обеспечить контроль ситуации в энергосистеме Якутии и выполнение мероприятий по обеспечению надежного тепло- и электроснабжения потребителей. Традиция проводить Дни регионов Дальнего Востока была основана в 2017 году. В деловой программе нынешнего года основной акцент будет сделан на активности по мотивации молодежи к переезду на дальневосточный макрорегион. На лекции о Дальнем Востоке со студентами Московского геолого-разведочного университета побывала Туяра Константинова. Из Москвы на Дальний Восток теперь можно попасть буквально за 1 секунду. Передвижная интерактивная выставка, презентующая дальневосточный регион, будет работать в московских вузах до середины декабря. Регионы Дальнего Востока через новые технологии расскажут молодым специалистам о реальных вакансиях, социальных программах и своем туристическом потенциале. Мне очень понравилась интерактивная зона, где можно выбрать места путешествий, места работы, места учебы и, в принципе, узнать о насыщенности жизни на Дальнем Востоке, узнать о каждом регионе, о его характерных особенностях. Я еще ни разу не была на Дальнем Востоке, но мне очень хотелось бы теперь там побывать. Якутия представлена и на фотозоне с 3D-объектами наиболее узнаваемых брендов дальневосточных регионов. Республику символизирует якутский мамонт. По профессии я буду маркшейдером, горным инженером. Если меня пригласят в Якутию, я туда обязательно поеду. Узнал про мамонтенка, которого нашли в 2010 году ученые. Я думаю, что для студентов это очень важная выставка, и нам очень понравилось.
Чтобы привлечь внимание к выставке, исследователи этнокультурного ландшафта Сахалина стали первооткрывателями нового формата – графического романа, стилизованного под азиатский стиль руманга. Я здесь представляю графический роман в азиатском стиле с элементами дополненной реальности. Через этот проект мы рассказываем об истории освоения Дальнего Востока и о том, как Геннадий Иванович Невельской совершил одно из последних географических открытий, доказав, что Сахалин – это остров, а Амур судоходен. По задумке организаторов, экспозицию, посвященную Дням Дальнего Востока в Москве, смогут увидеть студенты Российского университета транспорта, физико-технического и авиационного институтов, а также сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Туяра Константинова, Джор Березкин, Москва. В Якутске растет спрос на квартиры. Как отмечают риэлторы, покупателей больше всего интересуют квартиры-студии и однокомнатные квартиры с хорошим ремонтом и инфраструктурой. На сегодняшний день цена однокомнатной квартиры в центре столицы региона в новостройке начинается от 5,5 миллионов рублей. То есть, если цена за 1 квадратный метр до прошлого года была 80 тысяч рублей, то сейчас она выросла в 2 раза. Цены на квартиры на вторичном рынке тоже повысились примерно на 1 миллион рублей. На данный момент на новые квартиры, на однокомнатные в частности, повысилась до 145, до 148, бывает так. Требования на вторичном рынке сейчас повысилось. В основном покупают с ремонтом хорошим, покупают с мебелью, техникой. «Заезжай и живи» вариант. На первичном рынке, по программе «Дальневосточная ипотека» покупают. Сейчас популярна процентная ставка 0,01% от Сбербанка, от ВТБ, от ведущих банков нашей России. Юбилей в четверть века отметила ярмарка ИДГ в Амгинском Улусе. На ней свою продукцию представили 58 хозяйств из 14 наслегов. За день хозяйствами было продано более 45 тонн продукции. Всего было выставлено на продажу порядка 55 тонн мяса, рыбы, овощей и готовой продукции. На торжественном открытии ярмарки отметили жители Улуса, внесших большой вклад в развитие сельского хозяйства района. Оставайтесь на нашем телеканале, не переключайтесь.